По поводу спецоперации мы не можем не затронуть эту тему, эту кровавую бойню в Керчи, которая произошла 17 октября. И вы заявили о том, что массовое убийство в Керченском колледже могло быть организовано российскими спецслужбами. Вот скажите, пожалуйста, основываясь на что вы сделали такое заявление и почему вы так считаете? Ну, понятное дело, что у меня доказательств нет, и я не занимаюсь там расследованием этой трагедии. С моей обывательской точки зрения я сопоставил просто несколько фактов. Первое. Накануне этой трагедии активно муссировались слухи об отставке руководителя ФСБ по Крыму Паладина. Это раз. Во-вторых, до событий в Керчи любые маломальски значимые инциденты интерпретировались российскими властями либо как происки каких-то украинских спецслужб, да, это дела о диверсантах и так далее, либо это были какие-то псевдотеррористы, ну, естественно, из числа крымских татар, кого они там назначают, да. Здесь ни та, ни другая версия они сами, российские власти, не подтверждали, да, хотя, ну, казалось бы, такая трагедия, можно на этом сыграть, да. Причем они сначала это квалифицировали как теракт, да, а потом переквалифицировали. Да. Соответственно, о чем это говорит? Паладин отлично справляется со своей работой. Да? Диверсантов не допустил, террористов не допустил, ну, знаете, психоодиночку любая спецслужба может не заметить. Да? Это такая очень латентная форма преступлений. Второй момент. Ну, вот, например, видео с камер наблюдения, которые сначала слили в российских СМИ, а потом резко убрали. Да. Да? Что мы видим на этих камерах? Ходит, значит, вот этот молодой человек, Росляков, с помповым ружьем по полупустым помещениям. Да, извините, все это продолжалось не часами, это было несколько минут. Да. Да? Как можно было убить больше 20 человек и ранить больше 50 и в таких полупустых помещениях. И успевать стрелять по компьютерам еще, да. Если они все были бы в одном помещении, я бы еще поверил. Но это помповое ружье, значит, у него ограниченная поражающая способность. То есть там, условно говоря, 10 метров уже бесполезно стрелять. Да? 1 минута. Да. И второй момент, это то, что... А почему всех вывезли на материк, всех раненых? Краснодар, да. Почему никого в Крыму не оставили? А потому что по характерам ран можно понять, какое оружие применялось. И я убежден, что наверняка у него были какие-то сообщники, были ли они со стороны спецслужб или нет. В любом случае, эта трагедия имела своих бенефициаров, и одним из этих бенефициаров был Паладин.